أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В Коране Аллах Субхану ва Тааля ясно и конкретно нам объясняет: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, ва ликуллин дараджат бима амилу». То есть для каждого человека своя степень, исходя из того, что он творит. То есть Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, тем, кто читает Коран, и те, кто думает, что он уверовал в Аллаха, говорит, что амилю салихат, то есть делайте благие дела, делайте хорошие амали. То есть Аллах Субхану ва Тааля призывает нас к амалю. «Валикуллин дараджат бима амилу». И у каждого есть своя степень, исходя из того, что он творит, что он делает, какой амаль он делает. То есть Аллах Субхану ва Тааля в других аятах говорит, что «Иннама яхшаллаху мин ибадихил уляма». И в действительности боятся Аллаха только те, которые знают. Но достаточно ли от них знаний? Нет. Мухаммад ﷺ говорит, что в одном своем хадисе, что у каждого своя степень. Например, степень знающего человека превосходнее, чем степень просто поклоняющегося человека. Степень знающего, у которого есть знание, ильм, и на основе которых он делает, творит амаль, который он делает действия, творит благие дела, выше, чем степень просто знающего человека. И плюс еще степень того человека, который искренне, основываясь на своих знаниях, совершает амаль, благие деяния, выше, чем степень того человека, у которого есть знания, и на основе которых он творит благие дела, творит то, что Аллах Субхану ва Тааля нам вменил в обязанности. «Валикуллин дараджат». «Инна Аллаха», то есть в действительности Аллах, Он не афиль, Он не беспечен бима я'малун. То есть то, что вы творите, Аллах Субхану ва Тааля все знает. Он все видит. Он даже знает наперед, что вы будете думать через некоторое время. Каждому определил свое место в этом мире. Первое, когда еще Аллах Субхану ва Тааля взял с нас завет во время аль-мисака, во время того, который в религиозной литературе постоянно говорят время алясту би раббикум, то есть во время алясту, когда Аллах Субхану ва Тааля спрашивал: алясту би раббикум, не я ли ваш Господь, не я ли ваш Творец, не я ли тот, который вас будет кормить, одевать и давать вам жизнь в этом мире? «Алюбаля», сказали: да, мы признаем, Аллах свидетельствуем, шахидна, что мы действительно признаем, свидетельствуем, что Ты наш Господь. Но после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что после этого каждый человек пошел, основываясь на свою степень. Аллах Субхану ва Тааля величайший Творец. Он определил нам, Он заставил нас поклясться, приказал нам поклясться, исходя из искренности нашей. Мы искренне сказали тогда, наши души искренне сказали, что да, мы будем повиноваться, Аллах, только Тебе, но потом после этого пошли каждый своей дорогой. И Аллах Субхану ва Тааля наперед это знал, и Его знание уже существовало извечно, изначально, то есть не в это время Аллах Субхану ва Тааля познал, а знание Аллаха извечно. Аллах Субхану ва Тааля, Он такой, который знает, что в душе у человека, и что он будет делать, человек в дальнейшем, и что не то, что он будет делать. Он даже знает то, что человек будет думать, и то, что будет чувствовать. «Валикуллин дараджат». У каждого из вас своя степень перед Аллахом. «Иннама акрамукум гиндаллахи аткакум», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Самые достойные приближения к Аллаху, самые достойные любви Аллаха и Его довольства — это самые те, которые больше в душе у него богобоязненности, таква. И Аллах не смотрит на ваши внешности, Он смотрит на ваши души, то, что у вас в сердцах. Аллах Субхану ва Тааля определил нас из-за этого по степеням.
Мы можем быть сильными, мы можем быть красивыми, мы можем быть хорошо одетыми или хорошо разговаривающими, но Аллах Субхану ва Тааля смотрит на наши души, на наши сердца, что там творится у человека, что там происходит у человека, действительно ли его стремление, чувства, мысли, помыслы и его действия устремлены к довольству Аллаха, или же просто он ходит и так проводит время в этом мире. Проводит время в этом мире. Мы это подчеркиваем, потому что иначе невозможно сказать, что человек живет. Он просто существует и проводит бесцельно время, некоторые люди. Сегодня многие говорят, что знания, которые Аллах Субхану ва Тааля не спаслал, мы можем получить. И, основываясь на этих знаниях, можем совершать свои амаль, свои деяния. Но куда бы мы ни посмотрели, Аллах Субхану ва Тааля нам определил вот этот дунья, вот этот мир, свет, для того, чтобы мы отсюда брали какие-то примеры, или чтобы идти по этим примерам, или же не делать того. Аллах Субхану ва Тааля не спаслал нам мирские науки, для того, чтобы мы делали какие-то орудия труда, дал нам знания для того, чтобы мы находили какие-то легкие приемы для своей жизни, для того, чтобы улучшить свою жизнь, облегчить свою жизнь. И это называется науки, там, или физика, или химия, или же медицина, или что-то, или другое. Так вот, люди, изучая основы, потом изучая опыт тех, которые работали на этой стезе, исходя из практики, они начинают применять те знания, которые получают они, изучая у каких-то учителей, на свою мирскую жизнь. Но большинство людей сегодня, которые не хотят, может быть, или лень, или же, может быть, не способны, или же, может, Аллах Субхану ва Тааля действительно валикуллин дараджат бима амилу. Аллах Субхану ва Тааля создал каждого из нас по степеням, то есть у каждого своя степень и разума, и деяния, и всего, и всего. То есть люди не стремятся получить знания, даже если или не могут получить знания мирских наук. И все почему-то в последнее время, да и, может быть, это и изначально начали устремляться к религиозным знаниям, думая, что они возьмут из Корана аят, возьмут какой-то хадис, там все сказано, там все четко, все прописано, и они смогут, основываясь на этих знаниях, на этой информации, могут совершить какие-то благие дела. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже предупреждает, что знания – это как спички. Спички в руках у умного человека, у взрослого человека – это полезная штука. Им можно разжечь костер, можно сварить обед, или можно сварить пищу, можно согреться у костра. Но если у спички в руках у ребенка, а ребенок сравним с невеждой, то он может совершить пожар. То есть сегодня очень многие люди берут аят Корана и, основываясь на этих аятах Корана, начинают как-то измышлять про религию. Они думают, что вот я взял аят Корана и подумаю, поразмышляю над этим аятом Корана, и потом, исходя из того, что, как я понял, я могу действовать еще и предлагать другим. То же самое и про хадисы. То, что очень много переводов, слава Аллаху, что те люди, у которых есть много знаний, которые хорошо знают арабский язык, перевели, да, и Аллах им всех благ в этом мире и в будущем мире. Те, которые переводят и на русский, и на татарский языки, и на аварские языки, и, например, на другие, на узбекский, на таджикский, на разные языки. Благо им, Аллах Субхану ва Тааля дал им такие знания, но это же не говорит о том, что вот я взял этот перевод, понял по-своему, исходя из того, что я вижу, исходя из своего степени размышления, то есть исходя из уровня своих знаний, своей практики. И сейчас я могу это применить на практике. Очень много таких. Даже дошло до того, что некоторые смотрят хадисы и Кораны и говорят, что нет, в Коране все-таки вот как-то все интереснее, а в хадисы там, может быть, они измышлены.
Может быть, это придуманные хадисы. Может, вообще Мухаммад ﷺ ничего не говорил, просто на него не спосылался Коран, и он рассказывал Коран и больше ничего не делал. И говорят, нет, лучше мы будем сторониться от хадисов и не будем применять их к своей жизни. И люди начали, заблуждаясь, говорить, что мы коранисты, мы исследуем только Корану, то, что по божественному откровению, и все остальное не воспринимаем. Есть другая категория людей, которые говорят, что мы берем аяты и Кораны и предлагаем для себя и для общества так, как мы его понимаем. Это очень далекое заблуждение, и это первая степень невежества, потому что для того, чтобы понять какой-нибудь аят Корана или хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нужно сначала изучить, в какое время и по какой причине были ниспосланы эти слова, эти аяты или слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как об этом думали сахабы, как они воспринимали, как они об этом рассказывали, как это поняли в дальнейшем ученые, табигины и последующие поколения ученых, муджтахидов или просто ученых, которые были муджтахидами масхабов или муджтахидами отдельных элементов фикха, какого того или иного масхаба. Мы в совокупности, изучив, можем после этого сказать, оказывается, вот так идет, вот так нужно придерживаться этого аята или этого хадиса. То есть для этого нужно получать очень много знаний. Но знания пустые, знания просто у знаний недостаточно. Нужно эти знания еще и практиковать. Для того, чтобы практиковать, изучать аяты Корана и хадисы, для нас табигины, последующие поколения после сахабов, они создали, собрали сунну пророка, так называемый фикх. Фикх, что это такое? Это те знания, которые практикуются в жизни. Откуда же появился фикх? Фикх основывается на аятах Корана, на высказывании пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на размышлении, общем мнении сахабов и рассуждении табигинов. И все. И плюс к этому еще и добавляются и местные адаты, местные, очень много-много составляющих фикх. Если мы рассмотрим усуль фикха, то там очень много. Но самое основное, это наука, фикх, это практическая наука. Она изучает аяты Корана и хадисы. Исходя из этого. Некоторые говорят, что фикх это средневековые, какое-то уже отсталые. Нет, ни в коем случае. Они все стараются, говорят, что вот это отсталое там, и все стараются что-то внести новое в фикхе. Фикх разделен на 3 части. Первая – рибадат. И все вот стремятся внести что-то новое в рибадат. Но никто не поразмышляет над муамалят, над взаимоотношениями мирскими, торговыми или другими, которые определены. Первые рибадат, второй муамалят, третий акубат, то есть третье наказание за те или иные проступки. То есть для того, чтобы быть в этом течении, в этом потоке знаний и деяний, называемый ислам, мы должны получить очень хорошее знание. Все почему-то стремятся взять аят Корана, взять хадисы и размышлять, основываясь, исходя из своих мнений. Сидит этакий человек перед камерой и выставляет это в YouTube или где-нибудь, какой-нибудь ролик делает, ему задают вопрос и говорит: извините, как вы думаете вот по этому вопросу? Он говорит: я думаю вот так. Или человеку говорят, что напишите, пожалуйста, статью, как вы думаете про состояние общества, религии или чего-то, или фикха, или чего-то. И он пишет: я думаю вот так. Кому нужны твои рассуждения, если они не обоснованы, не основательны, и
основывается на просто незнании и невежестве. Так что дай Аллах нам